Добрый вечер. Сегодня 29 марта, вторник. Это 761-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». И снова обыск в доме крымско-татарской семьи в селе Новая Ивановка Красноперекопского района в доме Медата Исаева. Известно, что силовики в масках с оружием прибыли на 3 легковых автомобилях и 2 «Газелях». Детали обыска нашему телеканалу прокомментировала председатель Красноперекопского регионального меджлиса Сания Аметова. Приехали на 2 «Газелях» и 3 легковых автомобилях, около 15 человек. Начали проводить обыск, искали оружие, наркотики, интересовались теми, кто приходит в дом, кто уходит из дома. Вот такие основания стали поводом для обыска. Собрались около 10-15 человек. По их словам, обыскали дом, сарай и подвал. У них 4 детей, семья занимается скотоводством. После обыска Медата забрали. Сказали, что на их семью написали жалобу. Якобы они хранят в доме оружие или еще что-то запрещенное. После допроса сын забрал отца домой. Заседание по жалобе о продлении содержания под стражей Чайгоза перенесли на 6 и 7 апреля. Сегодня должны были пройти сразу 3 заседания суда. Однако Ахтема Чайгоза, Али Асанова и Мустафу Дегарменджи не доставили в зал суда. Вместо этого устроили видеосвязь из СИЗО. Адвокатов и подсудимых такой формат не устроил. Сначала суд должны были перенести на 31 марта, но затем перенесли на апрель и пообещали присутствие Чайгоза, Асанова и Дегарменджи. Чайгоз, Асанов и Дегарменджи выступали сегодня по видеоконференц-связи. В зал суда их не доставили. Дело в том, что в апелляционной инстанции, кассационной и надзорной, закон позволяет оставлять на усмотрение суда привозить или не привозить в зал суда подсудимых. Я полагаю, что такое решение было принято как ответная реакция на выступление Ахтема в ходе последнего слова на заседании 24 марта. Ни одно из этих заседаний по существу не случилось по той причине, что выяснилось, что суд не исполнил свои обязанности. Рассмотрение этих дел состоится на следующей неделе. Украинская летчица Надежда Савченко объявила об очередной голодовке. 5 апреля вступит в силу приговор о 22-летнем заключении Савченко. С 6 апреля она начнет сухую голодовку. В последнее время ее здоровье значительно ухудшилось, она теряет вес. Надежда Савченко написала письмо к людям. Его опубликовал адвокат Николай Полозов. Там Савченко пишет: «Торговаться будут. Каждый будет хотеть урвать за меня как можно больше. Я товаром не стану. Свою судьбу решу сама». Ранее в интернете появилась информация, что Надежду обменяют на гражданина России, который отбывает наказание в США. Но адвокат Полозов опроверг эту информацию. Здесь непонятно, почему Александр Ерофеев, который находится в Украине, вдруг стали людьми второго сорта, и Российская Федерация берет и отказывается от них. На мой взгляд, это тоже абсолютно неправильно, тем более, какое отношение имеет Америка к Савченко или там БУД к Савченко. Надежда Савченко сама задает некую планку, поскольку она собирается с 6 апреля объявить сухую голодовку. И здесь, конечно, российским властям придется принимать тяжелые решения, потому что совершенно очевидно, что для Кремля абсолютно невыгодна ее смерть здесь, в России. А вот в качестве какого-то такого ценного приза, который можно менять, выгодно. И поэтому она стремительно сокращает сама срок для принятия подобных решений. К другим новостям. Крымские водохранилища практически пусты. Ситуация по обеспечению населения питьевой водой тяжелая во всем юго-восточном Крыму. Но в Керчи, Феодосии и Судаке проблема стоит особенно остро. Во Фронтовом водохранилище на сегодняшний день 5,7 миллиона кубических метров воды. Этот запас является мертвым объемом. Брать оттуда нельзя. В Феодосийском водохранилище находится 8 миллионов кубометров воды, 6 из которых мертвый объем. По словам крымских чиновников, чтобы решить проблему на долгосрочную перспективу, нужно решать вопрос с Украиной и Северо-Крымским каналом или строить нить водовода с материковой части России. Однако это приведет к заметному увеличению тарифов на воду. Переход на латиницу как способ возрождения и развития крымско-татарского языка. Представители общественности, Меджлиса и Министерства образования и науки Украины обсудили проект постановления Кабмина, который мог бы дать старт большим образовательным изменениям.
Перевести крымско-татарский на латиницу Курултай крымско-татарского народа постановил еще в далеком 1993 году. В 1997-м Верховный Совет Автономии даже пошел навстречу требованиям народа и поручил Совмину Республики разработать программу перевода. Крымско-татарская латиница должна была появиться в школах, газетах и в деловой документации. До практического перехода на латинскую графику, к сожалению, дело не доходило. Был постоянный саботаж. Мы обращались в свое время и в Кабинет министров Украины, в Министерство освиты Украины, с тем, чтобы было принято решение на общегосударственном уровне, но было не до нас. Просто не рассматривали этот вопрос. Сейчас, я считаю, самое благоприятное время принять решение, окончательное решение о переходе крымско-татарской графики, вернее, утвердить ту графику, которую принял сам народ. Изначально крымские татары использовали арабскую вязь, но она не могла точно передать фонетику. В конце XIX века Исмаил Гаспринский провел реформу, приблизив написание крымско-татарского к тюркским языкам. А в 1928 году все тюркские народы, оказавшиеся на территории СССР, перешли на латиницу. Длилось это 10 лет. Советская власть, укрепившись, запретила латинский алфавит. Но именно он наиболее точно передает звучание языка, считают языковеды. Слова і передаються певні звуки, те, що не можна передати кирилицею саме. І тому є цей перехід дуже важливим для того, щоб можливо було втілити ті дійсно правильно говорити ті слова, які є саме мовою тією, котрою вона написана. Инициативу крымских татар поддерживают и в Министерствах культуры и образования, а также и политики. Там, де залишається кирилиця, там залишається русський мір. І кирилиця в Криму – це ознака панування руського міру. Тому в даному випадку це ще і політичне питання. Будь-яке переведення на іншу абетку мови – це дуже довготривалий процес, який потребує підтримки. Общественники сегодня обсудили проект постановления Кабинета министров об утверждении алфавита крымско-татарского языка латиницей, отметив, что одного внедрения нового алфавита мало. Необходима государственная стратегия поддержки языка и культуры коренного народа Украины. Роман Спиридонов, Эдем Ситаров, Заман, АТР. Верховная Рада дала согласие на освобождение Виктора Шокина с должности генерального прокурора. За проголосовали 289 депутатов. Самого генпрокурора в зале парламента не было. Он направил письмо, в котором попросил рассматривать этот вопрос без его участия. Теперь, чтобы отправить Виктора Шокина в отставку, президент Петр Порошенко должен подписать приказ о его увольнении. Согласно Конституции Украины, генпрокурора назначает лично президент. Де сам Шокін? Я думаю, що всі в цій залі хочуть задати йому багато питань у зв'язку з його діяльністю. І відставкою в такій формі, на жаль, залишає багато таємниць. Хто, власне, були ті люди, котрі давали вказівки Генеральній прокуратурі покривати олігархів, покривати корупцію? Давайте розуміти той факт, абсолютно усім очевидний, що прізвище Генерального прокурора на сьогодні Порошенко. І треба зробити все, щоб це прізвище помінялося врешті-решт. Щоб були системні зміни в прокуратурі, а не зміни прізвищ. На жаль, вже це третє прізвище. В Киеве прошло очередное заседание по делу экс-депутата Крымского парламента Василия Ганыша. Его обвиняют в государственной измене. Сегодня рассмотрели доказательства обвинения и заслушали аргументы защиты. Подробнее в сюжете. Заседание суда началось с рассмотрения интернет-изданий. Кроме того, представители прокуратуры предоставили доказательства вины Ганыша в государственной измене. Их собрали следователи. Вот проект решения о регистрации Василия Ганыша на выборы в городской совет Феодосии. Посиланням на вказаному сайті міститься проект рішення про реєстрацію Ганыша Василя Васильовича, нашого обвинуваченого кандидата в депутати Російської міської ради. Для адвоката Ганыша Андрея Руденко это не доказательство. Вона не породжує правових наслідків, тому його не можна вважати документом, а відповідно і доказом по справі, що в виборчому законодавстві має бути саме публікація і
протокол з мокрими печатками і підписами. Оскільки це офіційний сайт Російської Федерації, там написано інтернет-видання, де ми тільки що продивилися його походження і вважаю, що це є документом на електронній носіїв інформації. Все, що розміщується на сайті ДВЦВК України, ми можемо вважати, що не є документами. Кидати в мокру печатку. Всі знаємо, що територія Криму є окупована, надати можливість таких документів слідства, на жаль, немає. А это уже список кандидатов, которые баллотируются в городской совет Феодосии. Среди них обвиняемый. Як ми бачимо, на вказаному сайті він відображений як самовисуванець і висвічен статус зареєстрований. Защита настаивает. Ганаш занимал проукраинскую позицию. Показывают видео, по их словам, подтверждающие его патриотизм. А также Ганеша, людей, которые предали наш город, чтобы не ушли в отставку. Василия Ганаша задержали в прошлом году, 28 апреля, при въезде из Крыма на материк. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске. Его обвиняют в государственной измене. Эльвина Сидбулаева, Ислам Пинка, Заман, АТР. На границе с аннексированным Крымом состоялся турнир по борьбе куреш. В нем приняли участие 20 бойцов батальона Номана Челебиджихана. Специально для подобных турниров был приобретен бойцовский ковер. Победителями первого состязания на Чонгаре стали бойцы с позывными «Патрон» и «Тайсон». По словам тренера, для поддержания боевого и спортивного духа тренировки будут проводиться ежедневно. Машалла. О, молодец, браво! Гастроли шоу-программы «Карымда Яша» по всему Крыму. Это встреча с любимыми ведущими и артистами. В конце недели выступление состоится в поселке Октябрьское, Буюконлар. Далее сюжет о том, что увидят зрители в этом шоу. Премьера шоу-программы «Карымда Яша» оставила море впечатлений. Гости мероприятия погрузились в атмосферу праздника и народного единения. Такие мероприятия вызывают гордость. Собравшись, увидев друг друга, мы радуемся. Мы единый народ. Творческий коллектив студии «Караденис Продакшн» воплотил в жизнь всемирно известный формат комедийных шоу в крымско-татарском стиле. Мы думали над форматом, в итоге получилось комедийное шоу. Услышав шутки, зритель не только смеется, но и задумывается. На протяжении всего вечера зрители наслаждались шуточными постановками, смешными видео, пародиями, отрывками из телевизионных программ. На шоу выступили крымско-татарские артисты. Гостей угощали национальными блюдами, а также всех ждали подарки и развлечения. На протяжении вечера на зрителей выпадает культурный дождь, который смывает все ошибки, все ошибочные суждения. Зритель уходит от нас с гордостью за свою культуру, за свой народ. По просьбе тех, кто не смог попасть на шоу «Карымда Яша», организаторы решили провести гастроли с концертной программой по Крыму. Мы каждого из вас ждем с нетерпением. От нас гарантировано хорошее настроение, от вас ждем присутствия. Ближайшее шоу проведут 3 апреля в поселке Октябрьское, Буюконлар. Belki mında biz ketkenimizni istegan adamlar bardir, ama biz ketmaymiz. Öyle mi? Джамала на баянах. Украинская группа «Рваные меха» опубликовала на своем канале в YouTube очередную кавер-версию песни 1944 украинской певицы. Это уже 5-й кавер на песню Джамалы, с которой она будет представлять Украину на конкурсе Евровидения 2016 в Швеции в мае.
этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.